Здравствуйте, дорогие наши друзья, наши помощники. Мы вам уже рассказывали много разных историй о бедственном положении бездомных собак. Сказать, где им лучше, на улице или в ППЖ, однозначно нельзя. На улицах их подстерегает очень много опасностей. Может сбить машина, могут отравить. Да и живодеров становится все больше и больше, потому что безнаказанно все это. В вольерах в ППЖ, где вместе могут сидеть и маленькие, и большие, и взрослые, и подростки, тоже, конечно, опасности достаточно. Мелкие не могут за себя постоять, не могут бороться за миску с едой и просто остаются голодными. Страдают от нападения более крупных и агрессивных сородичей и даже погибают. Страшно и то, что из-за большого скопления собак вольеры становятся рассадником инфекций. Конечно же, в клинику больного хвостика не повезут, а на месте возможности очень ограниченные. Поэтому нам в режиме СОС пришлось забирать двух малышей. Девочку весом в 7 килограмм и мальчика около 10 килограмм. Они ужасно худые и обезвоженные. У мальчика еще и рвота и диарея продолжаются несколько дней. Нам удалось сразу же отвезти их в клинику на капельнице, чтобы хоть немножко стабилизировать. Вот такой малыш у нас сегодня взят с ППЖ. Вот с такими роскошными глазками. Вот такой малыш болеет. Сейчас мы приехали в клинику. Очень худенький. Жидкий стол не кушает. Фу, мой Люська маленький. Вот врачи тебя вылечат. На ножки поставят. Прикус у нас, перекус. И зубки у нас молоденькие совсем. Я говорю, конечно, молоденькие. Года полтора примерно мальчику. Вот доктор ее капает, лечит. Вот эту девочку. Такая хорошая, тихая девочка. Вот в клинике только стала ласкаться. Прячется. А тебе страшно, да? Тебе страшно, да? Вот такая красивая девочка. Вот такая красивая, уши такие красивые, глазки красивые. Вот такая малышка добрая. Сдали анализы крови. Есть воспалительный процесс. Плохие печеночные показатели. Гастроэнтероколит. 10 дней наши Тося и Кузя, так мы назвали малышей, должны ездить на капельницы. Сейчас они по рекомендации врачей находятся на дробном питании и на гастрокорме. Потом уже будем сдавать еще контрольные анализы. Тося и Кузя родились под счастливой звездой. Мы их увидели случайно на видео и забрали. И теперь у них появился шанс на жизнь. Друзья, вся надежда на вас. Без финансовой поддержки каждого из вас мы не справимся. На лечение потребуются немаленькие суммы, но мы уверены, что вы поможете нашим малышам стать здоровыми, прилететь в Москву и найти самый лучший дом. Как вы уже знаете, мы спасаем собак не только из отлова ППЖ, но и с улиц Якутска. Вот этот несчастный пес бегал на 3 лапах на окраине Якутска и буквально сам запрыгнул в машину к неравнодушным людям. Как выяснилось, ранее он уже побывал в ППЖ. Оттуда его забрали. Собака в ужасном состоянии, вся шерсть свалявшаяся, голову поднять он не может, столько грязи прилипло. Передняя лапа болтается. Мы его отвезли в клинику. По рентгену ветврач сказал, что перелома нет. Есть повреждение нерва в районе ключицы. Предположительно, это застарелая автотравма. То есть он уже ранее попадал под машину.
Мышца на лапе высохшая, именно поэтому он не может ею пользоваться и скачет на 3 лапках. Удастся ли ее сохранить, пока неизвестно. Это спаниель, породистый пес, уже не молодой. Он не родился на улице и не умеет выживать в таких условиях. Таких, как он, выкидывают как ненужную вещь или отпускают на самовыгул. И у них нет шансов выжить. Пока не ведут законы для таких горе-хозяев, которые выбрасывают собак как ненужную вещь, вот такое отношение будет продолжаться. Мы обращаемся ко всем неравнодушным сердцам. Помогите этим настрадавшимся собачулям. Много боли, много горя и страхов уже видели эти хвостики. И мы очень просим и надеемся на всех вас.